в этот замечательный, светлый, морозный день для того, чтобы открыть этот прекрасный объект, который называется «Телефонная будка». И эта будка создавалась очень многими людьми. Позвонили, сказали, что нашли будку в Забайкальском крае. И стал вопрос, какой привезти. Мы говорим, мы не можем привезти, помогите. Они привезли нам ее сюда, да, она оказалась неимоверно тяжелая. Я сначала не совсем понял, что нужно делать. Потом у нас были долгие диалоги в WhatsApp, переписки. Для нас это впервые, это интересно. И в процессе чистки у нас тут столько карикатур возникало по этой телефонной будке. Алло, товарищ Пак, сколько будет? Сразу вспомнили, сколько мы детство провели, как эти монетки, копейки там закидывали. Если 1 копейку, надо 2 штуки кидать, если 2 копеечную 1 кидаешь. Ну и, соответственно, позитива много с этим заказом, и почему он произвел на нас такое впечатление. Я надеюсь, что будка будет очень долго радовать глаз, также не потеряет свой, скажем так, вид, будет нести этот бренд, это приветствие Сейну нашим горожанам и гостям нашего города и рассказывать о нашем городе. Наш проект с аудиогидами обретает материальное воплощение. Дугарма ко мне обратилась и сказала, что есть телефонная будка и можно попробовать сделать настоящее путешествие в прошлое города. Каждый желающий сможет набрать цифры и послушать одну из 137 историй, уже записанных про город, про театр Байкал, про национальный музей. Горожане